Там цифры неверные, что ли? Нет, тогда же Сантикор. Там уже я пиздал. Много проектов не доделал. Добрый день, уважаемые члены общественного совета. Значит, снабжение предварительно поддержано на 29 проектов на сумму 8,5 миллиардов тенге. Из них с республиканского бюджета 61 миллиарда, 2,4 миллиарда это с областного бюджета. В том числе новые проекты, которые у нас были, как Роза Кудайбердиевна говорила, какие проекты у нас с экспертизами, полностью мы все нас проекты поддержали. Это Чаган, Архат, Аягурский район, 2 объекта, Копикте, Ужарский район, Бекет, Казатур, Казбет и Эркавамбай. И также на водоотведение в Аксватском районе филиал Аксват на 0,9 миллиарда тенге. 19 переходящих проектов и получается 10 новых проектов. Общий, общий. Общий 29 проект. 29 проект. 29 проекті бар. Уже салынып жатқан 19. Қосымша жаңадан 10 проект. 19 проектіні сіздер келесі жылы ақша алып отырсыздар, соның завершениесіне, да? Енді оған қосымша тағы да 29 проект. Бұдан байқағанда барлығы 29 жоба есептеліп отыр. Оның ішінде 19-ына 23 жылдан келесі жылға өтетін жобалар, және 10 жаңа жоба басталады. Блочный, модульный деген бұл жеке халық саны аз ауылдарға. Республикалық бюджет пен жергілікті облыстық бюджеттен бөлінетін. Сонымен одан басқа 10 жоба бойынша жобалық сметалық құжаттама жасалып отыр. Вообще, я думаю, наверное, надо будет по водоснабжению корректировать внести. Ролан, наш коллега поездил, там совершенно цифры по обеспечению за другие. Может, вы скажете по факту? Да. Вот я вот лично проездил в Ужарский район, потом в Копектинском районе был, в Аксватском районе был, в Шакамане был. Ну, Уржарский, Копектинский район вообще не радует. По сравнению с ними, Аксват у нас образцовый показатель. На всех объектах в Аксвате все в порядке было. Мелкие такие нарушения есть, где фонари не горят и так далее, а в остальном все работает. Но в Уржарском районе есть проекты, которые должны были быть давно завершены, но они даже, можно сказать, не начаты. Особо отмечу КАЗ Контракшн, который не только в Уржарском районе накосячил, но и здесь, в городе, по Шакаману. То есть, что с этими объектами? Они должны были давно быть сданы. Можно прокомментировать, да? То есть, цифра 92% это враньем, могу сказать. Значит, громче, не слышно. Управлением ведется контроль по этим, и получается этих объектов 20 на сегодняшний день. Это 9 объектов компании АРНС, также несколько объектов Газ Констракшн, несколько объектов Лайфстрой Инвест. Со всеми у нас сейчас работа проводится, как отраслевое управление, также ему получается заказчики все районные отделы ЖКХ или отделы строительства. По вопросу расторжения договоров, признания недобросовестными. И эта работа уже как бы АРНС признан недобросовестной, Газконстракшн недобросовестной компанией. Но есть процедуры процедурного характера, когда есть первая инстанция суда, вторая инстанция, мы должны хотя бы 2 инстанции пройти. После этого идет расторжение договора. После этого ДВГ привлекаем, они делают оценку выполненных и невыполненных работ, и на остаток невыполненных работ мы будем переопределять конкурс. И эта работа, мы ее на контроле держим. Руководство области в курсе, и по каждому как деньги возвращать будете? Как у них деньги возвращать? Ну, это, смотрите, я еще раз повторю. ДВГ, когда заходит, проверяет выполненные, невыполненные работы. Если работы соответствуют тем объемам выделенных денег, то, соответственно, к ним претензии по деньгам не будут предъявляться, на остаток денег будет переопределяться конкурс. Если есть вопрос, что там завышенные объемы оплачены, то, соответственно, будут уголовные дела, и это правоохранительным органам заниматься. Это наследие как бы мы получили, мы признаем, что оно есть, но работу в этом плане мы четко будем проводить, потому что
Сейчас вот новые правила госзакупок, где есть рейтинговая система, где там всякого рода там компании такие не смогут залезть. Поэтому будущее, то, что сейчас будет на следующий год, я думаю, что хорошие компании зайдут по конкурсу и эту работу продолжим. В целом, по программе 25 год, конец года, мы должны полностью обеспечить уже все населенные пункты области нашей. Поэтому в этом плане дополнительно еще ведется разработка проектов районами, и чтобы в следующий год заявиться. Еще раз повторюсь, 9 проектов, которые были с госэкспертизами, мы как отраслевое управление защитили и нас поддержали на следующий год. Это большой задел для того, чтобы вот следующие проекты будут, на уточнение следующего бюджета весной или осенью мы эти проекты также защитим, и я думаю, что до 2025 года постараемся максимально это решить. Можно я добавлю еще? У нас по городу много улиц водой не обеспечены. Я вот насчет этого с акимом города разговаривал. Он обещал собрать комиссию, как бы изучить. Но, как я понимаю, этого сделано не было. По городу семей хочу пояснить. В этом году начата реализация 5 проектов. 5 проектов, которые переходящие на следующий год завершение. Это вот Восход Водный, Смычка, Аягузская, Красный Кордон. Кроме этого, поселок Березский, Бобровка, вот эти проекты сейчас они реализуются. Что-то вот один из проектов, это вот компания Арена. Сейчас они работают над ней, расторжение договора. Это вот по Бобровке называется. На следующий год заложено, вот, как я до этого говорил, что такое территория, это Чаган заложен. Там еще проекты есть, которые заложены. По остальным сейчас, вот смотрите, скажем, реализуем поселок, скажем, Красный Кордон взять. Есть улицы, которые вообще просто отказываются, они говорят, нам не надо. Не, Мы эти вопросы исключаем, собрание жителей берем, это прям конкретного участка, что завтра, чтобы они прям останавливали, не давали работать жителям. А те, которые не зашли, мы эту работу дальше проводим. Серик Рахмет. Надо по теме давайте будем заниматься. А что, это не по теме, что ли, хотите сказать?